В Ухте ветеранов тоже поздравляли лично, правда, не устраивали мини-парады у подъездов, а пели под окнами, как и в прошлом году. Артисты городского дворца культуры в военной форме исполнили фронтовые песни с борта так называемой «полуторки» автомобиля ГАЗ, который в военные годы также помогал в перевозке артистов на фронт, снабжал передовой продовольствием и стал настоящим символом военного времени. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. За день у поздравительной бригады около десятка адресов. Всего же в муниципалитете сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны. Так, 99-летний участник Сталинградской битвы Григорий Павлович Гуляев привык к гостям. В канун праздников к нему регулярно приходят делегации от молодежных объединений города. И ветеран поставленным голосом рассказывает истории своей богатой биографии. О том, как война настигла его в студенческие годы, как он отчислился со 2-го курса Казанского университета, ушел защищать родину и попал в химические войска. Быть патриотом. Самое главное — быть патриотом и любить нашу родину. Всего из Ухты на фронт ушло 13 тысяч человек, из них 8 тысяч не вернулись домой. Несмотря на то, что в этом году нет традиционного шествия бессмертного полка, тем не менее ухтинцы пришли сегодня к мемориалу с фотографиями своих родных. Вот этот мой дед Петерим Козлов. Вот, у него была очень непростая судьба. Накануне войны на танцах кто-то подрался и порвал рубашку. Он был там в качестве свидетеля, но в суд не явился, потому что ушел в армию. Уже в части его арестовали, и он попал на 5 лет в лагеря на Воркуту. Дальше его ждал дисциплинарный батальон, так называемый штрафбат. Это мой дедушка Романюк Василий Евгеньевич. Осенью 43-го года он ушел на фронт. Слава богу, вернулся оттуда благополучно. И с 43-го до конца войны, где он только не был, сражался под Ясами, под Кишиневом, боролся с будапештскими гитлеровцами и освобождал Вену. В день 76-й годовщины Победы памятных мест в Ухте стало больше. В городе открыли сразу 2 новые памятные доски в честь героя Советского Союза Михаила Никишина и полного кавалера Ордена Славы Василия Забоева.